Здравствуйте! Вы смотрите праздничный выпуск новостей Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. Переходим к главным событиям дня. Праздник для защитников. Такой большой подарок людям раненым. Молодежь республики устроила концерт в военном госпитале Казани. Репортаж Рамиля Шайдуллина. На ТНВ телемарафон «Все для победы». Нашим ребятам, которым сейчас непросто, и приблизить нашу победу. Закулисье телемарафона увидела Вероника Кульнудинова. Легендарная «Катюша», марш артиллеристов и прощание славянки. Импровизированный концерт от военного оркестра в торговом центре. О музыкальном сюрпризе в репортаже Алены Струминской. Сегодня праздник, который в этом году наша страна отмечает с особыми чувствами – День защитника Отечества. Красной датой в календаре он стал в 2001 году. Праздник объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине, сильных духом, мужественных и преданных Отечеству. Отмечается он уже больше века. В СССР это был День Советской армии, потом Военно-морского флота, теперь День защитника Отечества. С самого утра в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, несли цветы к вечному огню в Парке Победы в Казани. Каждый год у колоннады мемориала славы собираются татарстанцы, ветераны, общественные деятели и юноармейцы. Они принесли сегодня красные гвоздики. Возложил венок от имени Раисы Республики, правительства Татарстана и Госсовета. Участники отметили, 23 февраля – это важный праздник для России, когда отдают дань уважения воинам, погибшим за свободу Отечества, чествуют тех, кто отстаивает интересы страны. Для меня это очень важно, потому что это день наших мужчин, день наших прадедов, которые воевали за нашу Родину, отдавали жизни за то, чтобы мы жили. Для меня возложение цветов – это дань памяти им, хоть какая-то благодарность. Мы занимаемся вопросами, показываем им роль армии, а что такое армия и как она может защищать. Роль нашего мужчины, для того, чтобы они поняли, что мужчины созданы для того, чтобы защитить Родину. Это праздник, конечно же, для нас и символ связи поколений, памяти наших дедов, наших отцов, тех, кто в разные годы, в разные даже века защищал свободу, независимость нашей страны. И мы с честью сегодня несем это имя победителей. С праздником жителей республики поздравил Рустам Миниханов. Раис Татарстан опубликовал видеоролик в своих соцсетях и подписал «С Днем защитника Отечества». В ролике два поколения – внуки и дедушка, которые учат ребят быть настоящими мужчинами, защищать близких и быть в хорошей форме. Где-то что должны уметь настоящие защитники? Ну, во-первых, быстро одеваться и красиво застилать койку. Рота, подъем! Так, не уложились? А теперь ОФП, общая физическая подготовка. Простые, на первый взгляд, упражнения. Они развивают скоростные навыки, быстроту реакции. Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто служил на благо Отечества, сейчас несет боевую вахту, укрепляет славу и мощь нашей великой Родины. Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. 23 февраля, говорится в поздравлении премьера, свой главный праздник отмечают вооруженные силы России. Но это праздник и тех, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве. Это праздник прежде всего ветеранов Великой Отечественной войны, которые в тяжелые военные годы с честью выполнили свой патриотический долг. А сегодня мужественно и героически их славные традиции продолжают военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, говорится в обращении Алексея Песошина. Защитникам сегодня желали как крепкого здоровья, так и скорейшего выздоровления. Сегодня добровольцы молодой гвардии поздравили бойцов, которые восстанавливаются после ранений, полученных в зоне спецоперации. Они проходят лечение в новом Казанском военном госпитале. Для них сегодня концерт и необычные подарки. Какие, расскажет Рамиль Шайдуллин. Без
Песни о родине от земляков. То, чего многие из них не слышали давно. Зрители в этом зале – участники специальной военной операции. Большинство после ранений. Они при исполнении, поэтому лиц показать не можем. Об эмоциях говорят только те, кто их навестили. Обычно же 23 февраля это праздник для тех, кто служил, кто отдавал долг. А я, как студент, пока еще его не отдавал. И вот сегодня впервые, когда мы сделали такой большой подарок людям раненым, я почувствовал ощущение праздника. Здесь активисты молодой гвардии и студенты казанских вузов. В День защитника Отечества они пришли поздравить настоящих защитников. Сегодня очень необычный день. Обычно принято 23 февраля поздравлять мужчин, а 8 марта женщин. Но сегодня у нас ситуация в России немножечко другая. Я думаю, уместно было бы поздравлять и офицеров, и солдат, и ополченцев, и наших мобилизованных, и добровольцев, но и их жен, во-первых, матерей, которые ждут, работают. И вот эти ребята, которые сегодня организовали здесь концерт, они и есть настоящие наследники наших ветеранов. Никита Лункин в прошлом году переехал из Горловки в Казань. Поступил в Институт культуры и сейчас поет для военнослужащих хит из кинофильма «Офицеры». Погляди на моих отцов, целый свет помнит их в лицо. А студенты КГУ исполняют «Катюшу» на китайском языке. Даже не зная слов, им подпевают, снимают на видео и просто не сдерживают слез. В зале 150 бойцов, которые проходят реабилитацию в новом Казанском военном госпитале. Граждане всей нашей страны, начиная от Калининграда до Южного Сахалина. Как раз здесь те ребята, которые защищают сегодня нашу Родину. Они защищают сегодня для того, чтобы нам и нашим детям жилось лучше завтра. Здесь же бойцы смогли задать все интересующие вопросы сторонникам партии и депутатам. А в завершении получили в подарок открытки, которые военнослужащим нарисовали дети, чтобы даже в стенах больницы они по-настоящему прочувствовали праздник. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В этот большой праздник включился и наш большой телеканал. На ТНВ и ТНВ «Планета» прошел телевизионный марафон в рамках всероссийской акции «Все для победы». На протяжении 4 часов в студии побывали десятки гостей. Участники СВО, герои, депутаты, главы районов, меценаты и все те, кто занимается гуманитарной миссией. В Набережных Челнах работала передвижная студия ТНВ. Были включения из Альметьевска, Нижнекамска и Зеленодольска. Во время марафона проходил сбор средств для участников СВО. Вероника Гайнудинова увидела закулисье и пообщалась с гостями телемарафона. Наш телевизионный марафон в рамках всероссийской акции «Все для победы» продолжается. Несколько минут до старта. Ведущие повторяют текст. Камеры настроены, гости торопятся в гримерку. 4 часа в прямом эфире на ТНВ. Телемарафон «Все для победы». Сегодня он по всей стране. 9 мая мы испытываем гордость и вспоминаем, а сейчас мы испытываем гордость и помогаем. Я рада, что состоялось такое мероприятие, что мы в нем участвуем, и что тем самым мы можем помочь нашим ребятам там, которым сейчас непросто. Почти 50 гостей телемарафона. Основная площадка в самой студии ТНВ. О празднике мужества и отваги говорит вице-премьер Лейла Фазлеева. Этот марафон – это действительно разговор о важном. Разговор о празднике, который имеет большую глобальную историю, о празднике, который базируется на победах страны. Инициатор марафона – региональное отделение Общероссийского народного фронта в Татарстане. Ринат Фазылов сегодня рассказал о сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, о том, как важна не только материальная, но и моральная поддержка. Могут принести отдельное письмо, могут бережно вложить их в носки, в термобелье. Женщины перевязывают их ленточками, это очень трогательно. Представители духовенства сегодня тоже участвуют в СВО. О них и о помощи, которую оказывают верующие бойцам, рассказали муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий. Помощь не всегда бывает материальной. Даже хорошее слово, улыбка, как говорится в хадисе, улыбка – это тоже вид садака. Вот буквально на днях у нас ребята как раз уехали в зону СВО, передали материальную помощь, поддержку. Во-первых, это поддержка. Это и гуманитарная помощь со стороны Татарстанской митрополии, в которой входят 3 епархии нашей республики. Отправлено было около 100
кубов груза. Репортажи из разных районов Татарстана. Прямые включения из Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска. В Казани на прямую связь из порохового завода выходила династия Хисамуддиновых. Их общий трудовой стаж на заводе 1151 год. Сам завод – предприятие трудовой доблести. Прежде всего, надо сказать, что работая на этом предприятии, я испытываю огромную гордость, потому что за 200 лет это предприятие стало действительно гигантом. Гуманитарную помощь собирает и отправляет вся республика. Так, балтасинцы с начала этого года отправили на Донбасс уже 9-й гуманитарный груз. В Балтасинском районе у нас две группы волонтеров. Это, скажем, группа Айдара и группа Рамиля, такие называют их. Там тысячи людей. Есть старшие, есть молодые, есть ребята, школьники даже приходят после учебы, и они помогают. Когда наши мужчины нашего государства российского защищают границы наши, особенно важно поддержать их семьи, поддержать самих мужчин, верить в победу и в завтрашнее лучшее будущее. Гости телемарафона и непосредственные участники СВО, добровольцы батальона «Барс» Рушат Исхаков и Дмитрий Орлов. В сборе средств для бойцов СВО смог принять участие каждый желающий и сегодня. На протяжении всего марафона зрители видели на экране QR-код, перейдя через который можно было принять участие в благотворительной помощи и перевести любую сумму. Все собранные деньги переведут мобилизованным и добровольцам от Республики Татарстан. Для нас сегодня это очень важный день. Мы горды тем, что команда ТНВ, мощная команда нашего холдинга, работает над этим проектом. 4 часа в прямом эфире в режиме нон-стоп – это сложнейший процесс и показатель профессионализма нашей команды. Эту ответственную миссию мы выполнили. Тысячи зрителей смотрели нас по телевизору. Сейчас записи набирают 1000 просмотров в соцсетях. Вероника Гайнудинова, Роман Фенин, ТНВ, Казань. Марафон «Все для победы» прошел и на Болгар-радиосе. К нему присоединились популярные артисты татарской эстрады. Вместе с диджеями в прямой эфир вышли Ришат Тухватуллин, Фирдус Тимаев, Филюс Кагиров и другие гости. Поздравили слушателей, поделились армейскими воспоминаниями и спели песни ко Дню защитника Отечества. В прямом эфире Жавид Шакиров вспоминает свои армейские годы. В 80-х он служил пограничником на Балтике. Я горд, что служил, защищал границы Финляндии. Для меня служба – показатель настоящего мужества и храбрости. Без этого мужчинам, нашим парням, никуда. В студии Болгар-радиуса уже с утра царит праздничная атмосфера. В марафоне, посвященному всероссийской акции «Все для победы», участвуют артисты, военнослужащие, волонтеры и блогеры. Баянист Разиль Камалов говорит, отправиться в армию мечтал с детства, по примеру отца. Для меня этот день особенно знаменательный, потому что я сам служил в войсках, в артиллерии, сам был командиром взвода. Эта песня стала гимном ребят на передовой. Фирдус Тимаев исполнил ее с участником СВО из Азнакаевского района Альфисом Мурзиным. Парень добровольцем ушел в сентябре, сейчас в отпуске. Посылки, гуманитарная помощь приходила к нам. Чувствуешь ее, то, что весь народ прям за тобой прям тебя поддерживает. И прям с этим прям охота прям рваться. Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тимаев 8 раз лично ездил в зону СВО. Поддерживал своих материально и морально. Покупаем автомобили, Нивы. Вот у нас 3-я Нива. Отвезли Сватово. Там односельчанин Раис спас 8 солдат. После этой ситуации, на самом деле, народ еще крепче объединился. Мы едины сейчас. Для праздничного эфира Ришат Тухватуллин подготовил песню о стойкости духа и любви к родине. Я очень люблю этот праздник. Всех хочу поздравить с Днем защитника Отечества, всех наших ребят, всех, кто защищает в данный момент нас.
В живом исполнении Филюса Кагирова звучит песня «Киев Козюлара». Эти строчки стали настоящим гимном наших мобилизованных. Напомним, в соцсетях разлетелось видео, где Артур Хасанов, парень из Башкортостана, исполняет эту песню перед сослуживцами. В прямом эфире Филюс Кагиров поделился, что всегда на связи с Артуром. Естественно, этот эфир проводится в поддержку наших ребят, парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Радиомарафон, посвященный всероссийской акции «Все для победы», шел 4 часа. Десятки гостей, каждый со своей историей мужества. В прямом эфире звучало 30 песен, посвященных Дню защитников Отечества и любви к родине. На Болгарадиусе пришли сотни откликов от слушателей за праздничный эфир. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Каждый третий мужчина на 23 февраля считает лучшим подарком внимание близких, а не материальные ценности. К примеру, 4 года назад 22% мужского населения страны самым желанным подарком называли туристическую поездку. Какие сюрпризы защитникам Отечества предпочитают дарить женщины сегодня? По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этом году 40% прекрасного пола приготовят мужчинам праздничный ужин. Каждая пятая подарит парфюм. 15% купит различные сувениры, блокноты и кошельки. Каждая десятая вручит денежный подарок. Мы решили провести свой опрос и спросили казанских женщин, что подарят они своим любимым. Рубашку красивую, футболку, ну, в общем, что-то такое для хорошего родного мужчины. Полезно было? Да, чтобы полезный был. Вот иду покупать боксы разные, где футболки, дальше ремень. Чтобы полезно было или что-то, что интересует человека, или, там, например, под коллекционирование. Что-нибудь нестандартное. Например, если человек что-то определенное любит, поднести это в том ключе, в котором не ожидал. Позвоню, поздравлю по телефону своих дядь, которые имеют отношение к Дню защитника Отечества. Подарки не собиралась делать. Для каждого мужчины должен быть индивидуальный подход. То есть кому-то, может быть, и бритва хорошо, а кому-то и машины недостаточно. Самое главное – это подарить свою любовь, заботу мужчинам, пожелать им крепкого здоровья, ну и, конечно же, вкусное угощение. Мужчины в Татарстане зарабатывают выше среднего, женятся до 34 лет. Мальчиков рождается больше, чем девочек, а в одном из районов республики мужчин больше, чем женщин. Интересная статистика в этот мужской день от интернет-газеты «Реальное время». В этот праздничный день вице-премьер республики Равиль Ахмедшин отправился в спецподразделение Минобороны в Москве. Он пообщался с командованием, личным составом и поздравил их с Днем защитников Отечества. Полпредства республики передало военнослужащим 3 автомобиля, аптечки, продукты питания и предметы первой необходимости. Также для бойцов и их семей организовали праздничный концерт, вручили государственные награды. Вы действительно достойны продолжатели наших побед, наших дедов, наших отцов, которые действительно принесли нам великую победу в Великой Отечественной войне. Пятую партию гуманитарной помощи в Луганскую область отправило общество «Боевое братство» Кукмарского района. 4 машины с предметами первой необходимости, продовольствием, теплой одеждой и лекарствами собрали жители. В «Газелях» 12 тонн груза. Участники «Боевого братства» славятся тем, что передают посылки лично в руки ребят. Поэтому к ним обращаются родственники мобилизованных со всего Татарстана. Репортаж Сирины Сахаповой. Все нормально. Ага, ладно, давай. Самый главный. Эти звонки Назифа Апа с нетерпением ждет каждую неделю. Единственный сын Динар звонит из зоны СВО. Туда он ушел добровольцем 4 месяца назад вместе с лучшим другом Петром. Мама говорит, меня сразу, я военный офицер, меня сразу возьмут. Вы не беспокойтесь, я все равно приеду живым, здоровым. У меня там Петя. От него не отстану и друг друга будем беречь. Несмотря на трудности, Назифа Апа не перестает поддерживать сына. Ежемесячно отправляет личные посылки через организацию «Боевое братство Кукмар». Мой сын говорит, мама, мне, говорит, ничего не надо. У нас все есть. Как мы не можем им отправлять гуманитарную помощь? Огромное спасибо Боевому братству. Посылки отправляют многие. 38-летнего сына Светланы и Альберта мобилизовали в октябре. Говорят, принял ситуацию как долг перед Родиной. Первые, кто протянули нам руку помощи, это вот оказались ребята из Боевого братства. Через них мы со своими родными поддерживаем тонкую ниточку связи. И эти ребята, они сами доезжают до передовой
и лично в руки передают наши посылки. Это 5-й такой рейс из Кукмар. Помогать бойцам в зоне СВО начали в сентябре. В колонии 4 грузовика с наборами инструментов, продуктами питания, одеждой. Есть генераторы и обогревательные приборы. 5 печей и крюки-кошки предоставило кукмарское предприятие. Мы не можем тут сидеть сложа руки, ничего не делая, потому что в данный момент уж на гражданке, как говорится, мы не можем автоматы в руках держать. И чтобы какая-то польза была, вот мы пришли к такому мнению и выводу, чтобы делать вот такие кошки и печи. В этой партии гуманитарной помощи и подарки на 23 февраля. Ко Дню защитника Отечества жители Кукмар собрали сладкие подарки – мед и варенье. Также подключились у нас все школы и детсады в городе Кукмар. И они хотели тоже внести свой вклад. И вот они предоставили нам письма. Вот это Манзаратская школа номер 5 имени Сабир Ахтямова. Здесь детский садик «Ромашка». Эти все письма мы отвезем ребятам, и они будут читать. Следующий рейс в зону СВО планируется в марте. Сирина Сахапова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Кукмарский район. 2 тонны гуманитарного груза Духовное управление мусульман республики отправило военнослужащим в Луганскую область. Нашим землякам передали халяльные продукты, бронежилеты, резиновые сапоги, маскировочные сети и медикаменты. Также у бойцов была возможность проконсультироваться с хазратами по вопросам шариата. На этом помощь не завершится. Духовное управление планирует повторную доставку гуманитарной помощи в зону СВО. Акцию по сбору средств ведет благотворительный фонд «Закят». Таких подарков на 23 февраля еще не дарили. Таиф НК АЗС сегодня вручили призы победителям 3-го этапа акции «Полный бак подарков». Это сертификат на путешествие, годовой запас топлива, другие подарки от компании и главный приз – автомобиль. Кто вытянул счастливый билет, об этом далее. Мы вас поздравляем от всей души. Вы наш победитель, главный приз. Вот вам символическая карточка. В День защитника Отечества лучший подарок для мужчины – это кроссовер Kia Seltos, который достался казанцу Алексу Назипову. Мужчина стал победителем акции «Полный бак подарков» от Таиф НК АЗС. Как в одном известном фильме говорили, что не раз выиграл по рублю, а вот так вот крупно, да, это первый раз. Это случай, который, для меня оказался счастливым. Акция стартовала в августе прошлого года. Для участия нужно было заправиться в сети Таиф НК АЗС, зарегистрироваться на сайте акции и собирать купоны. Счастливых обладателей ценных призов организаторы определили в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Акция завершается, но в целом активности по Таиф НК АЗС на этом не заканчиваются. Будут еще нас впереди ждать много интересных розыгрышей с интересными призами. Свои призы сегодня получили и другие победители акции. Счастливчикам достали сертификат на путешествие, годовой запас топлива, товары на АЗС и еще более 1000 подарков от компании. Атмосферу праздника военный оркестр управления Росгвардии сегодня дарил всем посетителям одного из торговых центров столицы. Здесь звучали патриотические песни, знаменитая «Катюша», марш артиллеристов, «Прощание славянки» и многие другие. Оркестру 24 года, и все это время они доказывают, что военный оркестр – это не только строевые и марши. У них и у самих сегодня праздник. Мелодию услышала Алена Струминская. Под легендарную «Катюшу» в вестибюль торгового центра входит трубач военного оркестра. Музыка становится громче, и это привлекает посетителей. Они начинают собираться у ансамбля, и уже через пару мгновений торговый центр превращается в концертный зал. Барабан, тромбон, саксофон. Выступление военного оркестра Росгвардии – подарок казанцам в День защитника Отечества. Восторженные зрители слушают их и на верхних этажах, и на эскалаторе. Поют и танцуют вместе с музыкантами. Такой праздничный день, такой подарок нам подарили. Мы даже не ожидали, что так будет. Все хорошо, все порадовались. Пришла в торговый центр, конечно, по своим делам. Увидела военных, которые выступают. Это было очень неожиданно и очень приятно. Праздничное настроение поднялось, совсем по-другому уже ощущение. Попал первый раз, было вообще неожиданно, очень приятно, сразу какой-то атмосфера радостная, позитивная. Флешмоб на 23 февраля – добрая традиция оркестра Росгвардии. К выбору репертуара всегда подходит ответственно. В этом году к знаменитому маршу артиллеристов песни шофера добавили и народный колорит. В исполнении оркестра звучит татарская плясовая. Мы живем в Республике Татарстан. Мы сыграли тему «Халык Бию Келере».
добавили движений. Я считаю, что у нас получилось неплохо. Всегда в виде отдачи при наших выступлениях, при наших концертных выступлениях появляется еще большее желание, получается двойное вдохновение, и хочется для таких людей работать еще. Свой импровизированный концерт музыканты завершили прощанием славянки. Из торгового центра они уходили под несмолкаемые аплодисменты. Алена Струминская, Ленар Кузяхметов, ТНВ, Казань. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Сейчас прогноз погоды. Передаю слово моей коллеге Диане Асгар. Я с вами прощаюсь и еще раз поздравляю всех мужчин, а главное защитников Отечества с праздником. Здоровья и благополучия вам. – 23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто причастен к святому делу – охранять покой страны. «Берегите землю родимую, как мать любимую», говорят в народе. Мы помним ратные подвиги предков. Мы знаем, Родина под надежной защитой сегодня. Акционерное общество «Таиф» поздравляет сограждан с Днем защитника Отечества. Мира и тепла вашим домам. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид». Только в феврале с преимуществом до 1 миллиона рублей. Зимние шины в подарок. Пройдите тест-драйв в «Эксид-центре РРТ» на Чуйкова, 54Б. Подробности по телефону 207-2080. «Эксид» – born for more. Приглашаем посетить интерактивный мультимедийный комплекс «Клуб Шерек». В комплексе регулярно проходят экскурсии, спектакли, концерты, лекции и творческие встречи. Ждем вас по адресу: улица Татарстан, дом 8. Для зрителей старше 6 лет. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. С 17 по 28 февраля на первом этаже ДК «Химиков» распродажа индийских товаров. Компания «Алтей». Летая посуда по ГОСТу с безопасным покрытием. Получи скидку 30%. Укажи при покупке на сайте промокод ТНВ30. В магазине «Улыбка радуги» со 2 февраля по 1 марта скидка 35% на весь бренд «Люкс Визаж». Только по карте покупателя. Приходите в магазин «Улыбка радуги». В праздничные дни погода обрела характер классической русской зимы. Морозная и снежная одновременно. Какая будет погода в пятницу, узнаем через несколько секунд. В студии Диана Асгар. Здравствуйте! Изготовление любой корпусной мебели от Данила Мастер в феврале со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево снег не прекратится. Местами метель. Днем ожидается около 12 градусов ниже нуля, с последующим похолоданием к вечеру до минус 18. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге аналогичная картина. Ночью минус 18, днем 12. Облачность сохранится, местами не исключена метель. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши порывистый ветер, снег. Ночью значение на термометрах понизится до минус 19. Днем теплее 10 градусов со знаком минус. В Арске, Кукмаре, Балтасе облачная и снежная ветреная погода. Ночью 17, днем минус 12. К вечеру похолодает. Ожидается снег разной интенсивности в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. В ночные часы до минус 16. Днем около 8 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше в ночные часы ожидается около 16 градусов ниже нуля. Днем 11 градусов мороза. Снег, порывистый ветер, метель может стать причиной ухудшения видимости. Будьте внимательны на дорогах. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
столице Татарстана облачная погода сохраняется. Ожидается снег, местами метель. В ночные часы около 15 мороза, днем ожидается около 10 градусов со знаком минус. К вечеру станет прохладнее. Ветер восточного направления порывистый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Поздравляем мужчин с Днем Защитника Отечества. Вы – наша гордость и защита. Желаем каждому здоровья, благополучия, любви, верности, смелости, новых интересных достижений и гармонии во всем. С вами была Диана Асгар. До новых встреч!